Кто такие салихи? Мы говорили с вами вчера об этом. Человек, который соблюдает права Аллаха и соблюдает права творения. Это салих. Права Аллаха соблюдает, то есть имеет правильное убеждение об Аллахе Субхану ва Тааля, поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля как? Искренне на основе сунны. В отношении творений соблюдает права творений, как установлено в Коране и Сунне. Посмотрите, праведник. Тоже сказано, что праведники среди кого? Среди Ахлю-Сунна Джамаа. Почему? Мы с вами не случайно сказали. Соблюдает права Аллаха. Если человек не имеет правильных убеждений об Аллахе Субхану ва Тааля, если он неправильно понимает таухид, не признает таухид, как положено, акида у него неправильна, не признает атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, соблюдает ли он, значит, права Аллаха? Не соблюдает права Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, он не может быть салихом. Значит, мубтадя, еретики, последовательного видения, они не входят в число салихов. Ясно? Праведности, истинной праведности у них нет. Даже если на лбу у еретика, у последовательного видения будет вот такая вот мозоль от суджуда, даже если он будет поститься каждый день и ночью еще, но у него не будет правильных убеждений в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, будут еретические убеждения, еретическая акида. Если у него будет неправильный манхадж, неправильный путь в призыве, в исправлении людей, во всем остальном, значит, его сердце не может быть что здоровым, значит, он неправедный. Поэтому говорят уляма, пусть будет мало у тебя деяний праведных, но с правильной акидой и правильным манхаджем. Это выше, гораздо выше, чем когда много деяний, но какие-то нарушения есть в акиде или в манхадже. Когда пусть мало деяний, но правильное убеждение и здоровое сердце, это самое великое, посредством чего приближаются к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому Абу Дарда, ради Аллаху Тааля, у него есть известные слова, и он говорит, что как прекрасен сон благоразумных и их ифтар, то есть когда они не постятся. Они опережают бодрствование глупцов и их пост. Обходят, и хоть те вроде бы постятся, вроде бы бодрствуют в молитвах, но они глупцы. То есть люди, у которых нет настоящей подлинной акиды, убеждений настоящих, нет здорового сердца, здоровой убежденности, богобоязненности. Хорошо? Все равно те, у которых оно есть, обгоняют их. Хотя, может быть, они не постились. Хорошо? Когда эти постятся. Может быть, спали, когда эти молились. И говорит дальше он, وَلَمْ يَسْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرْ مَعَ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ مِنْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ عِبَادَةً مِنَ الْمُغْتَرِينَ. Говорит он, на вес пылинки благочестия, с богобоязненностью и убежденностью больше, лучше, предпочтительнее, чем горы ибадатов, поклонений, которые совершены мухтарин, то есть самообольщенными людьми. То есть, может быть, человек, да, ночью спит, может быть, он днем не постится. То есть у него нет много дополнительных постов. Может быть, ночью не так много он молится. Может быть, не так много, спал и мало молился. Да? Может быть, он из навафиля у него не так много. Да, он делает навафиль, не значит, что он не делает навафиль, дополнительное поклонение. Делает. Но не делает каких-то очень трудных вещей. Да? То есть, например, как некоторые, например, постятся день, а другой день не постятся. Нет, может быть, у него такого нет. Он ограничивается, может поститься 3 дня в месяц. Или, может быть, в понедельник, четверг поститься каждую неделю. Как об этом сообщается в Сунне. Ночью, может быть, немного он молится, не такие длинные намазы, но у него есть якин, убежденность, правильное убеждение в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. У него есть богобоязненность, у него есть настоящий страх перед Аллахом, у него есть крепкий, подлинный иман.
он держится крепко за правильную акиду, убежден в ней, у него нет сомнений никаких. Так вот, этот лучше, чем человек, который, да, совершает много горы у него поклонения, но он из обольщенных вот, многочисленностью своих ибадатов, обманут многочисленностью своих ибадатов разных, или обольщен, сам обольщен, да, обольщен своим джихадом, или тем, что он призывает, что он занимается дава, он ездит туда и сюда, хорошо. Обольщен этим он, обольщен тем, что тратит имущество, обольщен своим бидатом, или обольщен своим политическим движением каким-то, и так далее. Но он обольщен этим всем, у него много всего этого. И дава он делает, как он считает, хорошо, и тратит он много, как он считает, и ибадаты он разные совершает, как он считает, но он не на сунне, он не на пути верующих, первых поколений мусульман. Поэтому кто из них будет лучше? Тот первый будет лучше, чем вот этот вот. Тот первый превзойдет его. Поэтому смотрите, про хариджитов что говорит пророк алейхиссалату вассалам? Про хариджитов говорит, описывая их, «Яхкиру ахадукум салатахум ма салати». Вы, это кому он говорит? С подвижником, с их праведностью. Говорит, вы, или один из вас, будет видеть незначительным свой намаз в сравнении с их намазом. То есть так они молятся, эти хариджиты. Будет видеть незначительным свой пост по сравнению с их постом. Но при этом они, ямрукуна минад-дин, камарук сами рамия, но при этом они вылетают из религии, как вылетает стрела, пробивая мишень. То есть, что берется и учитывается, что берется во внимание прежде всего? Не количество ибадатов, хорошо, обилие, не количество того и этого, не количество дава, 3 месяца там он, 40 дней тут он, хорошо. Не это берется в расчет, не это самое главное, а соответствует ли то, что ты делаешь сабиль му'минин, пути верующих, то есть пути предшественников, сахаба, их последователей. Соответствует ли это сунне или не соответствует? Если не соответствует, то пусть будет столько того, что ты делаешь, сколько песчинок на земле, как горы пусть будут твои эти деяния, но или они не принесут пользы, или принесут мало пользы. Поэтому самая главная цель, о которой все время нужно напоминать, это праведное сердце в вопросах акиды, это следование салафу салих во всем, это отказ от всяких там вот, от всякой фальши в религии, всякой подмены, от всяких недостатков. Дальше, для своих братьев желать, то, чего желаешь самому себе, оберегать свой язык, оберегать свои руки, по акиде и в деяниях соответствовать полностью пути салафу салих, праведных предшественников. Если это будет, тогда твои деяния станут чистыми. Пусть их будет мало, но они будут чистыми. Аллах субхану ва тааля, Он великодушный, великодушнейший из великодушных, щедрейший из щедрых. Аллах субхану ва тааля, иншаллах тааля, пусть это будет мало деяний, но они будут правильные в соответствии с сунной, с правильной акидой, даст тебе за них большую награду. А если будет бида, будет заблуждение, пусть даже много деяний, человек в опасности. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас из последователей прямого пути, из последователей салафу салих, позволит жить с этим и умереть с этим.